вами передача «Про деньги» и ее ведущая Рита Якушева. Движение денег в экономике регулируют центральные банки. В нашей стране это Банк России. С помощью инструментов денежно-кредитной политики центробанки могут контролировать инфляцию. В 2014 году Банк России объявил, что главной целью денежно-кредитной политики в нашей стране стало как раз таргетирование инфляции. То есть регулятор постарается постоянно удерживать рост цен вблизи 4%. В 2015 году инфляция поднималась до двухзначных значений, но регулятору удалось вернуть ее к цели, и в 2017 по 2020 год она находилась вблизи тех самых 4%. В 2021 году рост цен ускорился из-за последствий пандемии коронавируса. С конца февраля 2022 года, после введения зарубежных санкций, инфляция разогналась с новой силой, так как внешние условия для российской экономики кардинально поменялись. В этот момент поддержать финансовую стабильность и предотвратить неконтролируемый рост цен помогли экстренные меры Банка России. Например, регулятор резко поднял ключевую ставку, из-за этого выросли проценты по вкладам и кредитам, люди стали меньше тратить деньги и больше откладывать. Спрос на товары сократился, и это способствовало замедлению роста цен. Санкции нарушили бизнес-процессы многих предприятий. Им потребуется время, чтобы заменить цепочки поставок сырья и комплектующих, наладить новые каналы сбыта. Пока бизнес адаптируется к изменившимся внешним условиям, цены могут быстро расти. Но сейчас регулятор совместно с правительством работает над тем, чтобы период высокой инфляции не затянулся, и она постепенно вернулась к целевому значению 4%. Сегодня у нас в студии в гостях Антон Анатольевич Коноплев, управляющий Национальным банком по Республике Саха-Якутия. Добрый день, Антон Анатольевич. Добрый день. Мы с вами встречались в ноябре прошлого года, как раз после сессии с бизнес-сообществом Якутии. И прошло уже полгода, и Банк России вновь встречался с предпринимателями. Для чего регулятор проводит такие встречи в регионах и что такие встречи дают Банку России? Встречи с бизнес-сообществом, с предприятиями для Банка России имеют очень большую ценность. Мы на этих встречах разговариваем о ценах, о спросе, о потреблении, о инфляции, о прогнозах и планах Банка России. Эти встречи важны для нас еще и потому, что мы рассказываем о том, на основании чего мы принимаем решения по ключевой ставке, чем руководствуемся, какие материалы мы учитываем при принятии решения. В этом случае бизнес видит, как Банк России работает, чем он руководствуется. Это видит, как на основе таких решений инфляция достигает целевого показателя, даже с очень высоких значений. И это, конечно, приводит к повышению доверия к действиям регулятора. Банк России проводит мониторинг предприятий в целом по стране. К этому мониторингу привлечены и участвуют в нем около 15 тысяч предприятий, в том числе более 160 на территории республики. В рамках этой коммуникации предприятия могут поделиться проблемами, рассказать о каких-то вопросах, может быть, подискутировать на тему денежно-кредитной политики, как было на недавней сессии, которая прошла на прошлой неделе. Это все помогает нам точнее оценить положение дел, что называется, оценить влияние денежно-кредитной политики, проводимой Банком России, на реальный сектор экономики. И, собственно, увидеть, как воспринимаются те решения, которые Банк России принимает реальным сектором. Поэтому такие встречи для нас очень и очень важны. Для вас и для предпринимателей в том числе. Я думаю, что такая дискуссия, которую мы проводим, она открытая, мы отвечаем на вопросы, они имеют возможность прямо задать вопрос, вот как они понимают ситуацию, что их беспокоит. Мы в рамках этой дискуссии как раз и отвечаем на вопросы. У нас есть там сессия, открытый микрофон,
где каждый может сформулировать свое представление. На последней сессии один представитель прямо высказался, на мой вопрос, в чем вопрос. Он говорит: нет, это просто я хотел сказать, озвучить те проблемы, которые наше предприятие касаются. Да, это было принято, и мы потом уже в кулуарах после встречи обсуждали более подробно, может быть, какие-то шаги стоит предпринять, чтобы ситуацию исправить. А что такое инфляционные ожидания и как они влияют на инфляцию? Инфляционные ожидания – это, собственно, ожидания роста цен, но в будущем. Ожидания как предприятий, так и населения. Ведь если мы ожидаем, что цены в будущем будут расти, то, исходя из этого, мы планируем свои либо покупки на текущий момент, либо оформление сбережений на текущий момент. Если у вас есть планы что-то приобрести, и вы знаете, и вы ожидаете, даже не знаете, вы знать не можете будущее, но вы ожидаете, что цены будут расти, то вы эту покупку совершите сейчас. Это все оказывает такое давление на повышение спроса. А предприниматель, в свою очередь, в случае ожидания роста цен, он может поднять цены на свою продукцию, потому что он ожидает роста цен на сырье, на материалы, на оборудование для производства этой продукции. Он может заложить рост заработной платы для того, чтобы каким-то образом удержать работников в будущем. Все это, и то, и другое, оказывает давление на рост цен и приводит, собственно, к тому самому росту инфляции. Вот из этих ожиданий и получается рост инфляции. С декабря прошлого года ключевая ставка не меняется и остается на высоком уровне 16%. Как объясняет регулятор, высокая ставка необходима для снижения инфляции и возвращения ее к цели вблизи 4%. Но пока не видно, что это помогло, и получается, что повышение ключевой ставки не работает? Ключевая ставка работает, ее влияние проявляется не сразу, это достаточно длительный процесс. Как он выглядит? Значит, когда мы повышаем ключевую ставку, следом за этим у кредитных организаций подрастают процентные ставки по кредитам и депозитам. Процентные ставки по кредитам, они замедляют потребительскую активность, они замедляют привлечение кредитов предприятиями. Все это отражается на снижении спроса и в конечном итоге отражается на замедлении роста цен. Если бы мы не повышали ставку, то уровень цен, скорее всего, был бы выше, и обменный курс рубля тоже был бы выше. Можно отметить, что в сентябре прошлого года уровень цен измерялся двухзначными цифрами, а ставку мы начали повышать только в июле месяце. Поэтому сейчас мы можем наблюдать, что уровень цен уже замедляется, и поэтому констатируем, что повышение ключевой ставки, оно работает. Эффект достаточно длительный, он проявляется на протяжении 3-6 кварталов. Обращаю внимание, что это не месяцы, а именно кварталы. Поэтому на сегодняшний день мы наблюдаем еще тот эффект от повышения ставки, он продолжает проявляться. Окончательно он выразится или окончательно он отразится на уровне цен еще в какой-то перспективе. Говорить о возможном снижении ключевой ставки можно только тогда, когда инфляция достигнет своего целевого уровня и закрепится на этом уровне достаточно продолжительное время. На конец 2024 года прогнозируется уровень инфляции 4,3-4,8%. В нашем прогнозе от 26 апреля мы показали, что средняя ключевая ставка на конец 2024 года составит 15-16%. Это говорит о том, что мы должны убедиться, что уровень роста цен снизился устойчиво,
что уровень инфляции составил вот целевое значение, и он закрепился на этом уровне, только после этого можно говорить уже о возможном снижении ключевой ставки. Поскольку на сегодняшний день мы так утверждать не можем, то и говорить о снижении ключевой ставки пока преждевременно. Как только мы убедимся, что это устойчивое снижение уровня цен, то можно перейти к снижению ключевой ставки. Скорее всего, это будет, наверное, во второй половине года. Антон Анатольевич, в последнее время Банк России очень много говорит о дефиците кадров. Высокая безработица – это плохо, низкая – плохо, нужен баланс. Расскажите, как нехватка кадров сказывается на экономике, на инфляции? Совершенно верно вы подметили, что и высокая безработица – это плохо, и низкая безработица – это плохо. Потому что для развития экономики всегда нужна рабочая сила, да, нужны свободные рабочие руки. А низкая безработица, она ограничивает, она становится потолком для развития экономики, для расширения производства, для большего выпуска товара, для создания новых производств. Поэтому, когда производители сталкиваются с такой ситуацией, вот ограниченность рабочей силы, они начинают переманивать друг у друга и повышать уровень заработной платы для того, чтобы люди переходили к ним работать. На сегодняшний день в республике уровень оплаты труда вырос на 17,9%. Это большой уровень. И такой рост заработной платы, конечно, ведет к издержкам производителя. И в то же время вот это вот дополнительное денежные средства, которые получают работники, да, они толкают потребительский спрос вверх. И то, и другое является проинфляционными факторами, толкают инфляцию вверх, против чего мы как раз и ведем работу по сдерживанию вот этого самого роста. А как обстоят дела с безработицей у нас в республике? Уровень безработицы на территории республики беспрецедентно низкий. Мы отмечаем уровень в 5,5%. Это существенно ниже обычного уровня безработицы, который ближе к 7%. Что делается для того, чтобы привлечь дополнительные рабочие руки в экономику? Да? На уровне властей республики запущена программа «Местные кадры в промышленность». В рамках этой программы задействовано 47 предприятий, вовлечены в участие в этой программе, и трудоустроено более 11 тысяч человек. В рамках этой программы производится доподготовка, переподготовка, профилирование людей, и такие кадры приходят уже в промышленность, тем самым снижая кадровый дефицит, снижая вот это давление на фонд оплаты труда, снижая темпы роста этого фонда оплаты труда. И, конечно, нашей промышленности появляются дополнительные квалифицированные кадры, которые дают возможность ей расширяться, расти дальше, что называется. Антон Анатольевич, а что у нас с инфляцией в республике? Растет или замедляется? На территории республики за апрель месяц мы зафиксировали инфляцию на уровне 7,3%, в марте 7,2%. Видим, что наблюдается рост незначительный на 0,1%. Это результат того, что в первую очередь производители товаров переносят издержки, текущие издержки в цены, растущие затраты на сырье, материалы, оборудование. Это отражается в росте цен на мясную и молочную продукцию, на строительные товары, на медицинские изделия. Вот такая ситуация сейчас. А где более подробно можно узнать о региональной инфляции? Региональную инфляцию можно узнать в разделе «Инфляционные материалы» на сайте Банка России, на страничке отделения. Хорошо, отлично. Рекомендую телезрителям пройти на сайт Банка России, пройти на страничку отделения Национального банка по Республике Саха-Якутия и посмотреть этот материал по инфляции. И, конечно же, не могу не спросить у представителя Банка России, что жителям республики сейчас лучше делать со своими сбережениями.
хранить в наличных, нести в банки, открывать вклады или еще куда-то вкладывать? Ну, конечно, как представитель Банка России я не могу вам дать прямой ответ, что делать с вашими деньгами. Вот. Но в то же время хотел бы подчеркнуть вот следующие моменты. Первое. Храните наличные дома. Это значит терять на инфляции. Это, наверное, каждый для себя поймет, что это прямые убытки. Если отнести деньги в кредитные организации, которые сейчас предлагают вполне привлекательный уровень депозитных ставок, то, наверное, можно что-то выиграть, поскольку ожидаемый уровень инфляции на конец года составит 4,3–4,8%, я напомню, то предлагаемые сейчас депозитные ставки, они выше, они даже в некоторых случаях двузначные. Поэтому это однозначно, наверное, для человека будет выгоднее, чем сохранить деньги в наличной форме. А куда еще вкладывать? Ну, способов вложения денег достаточно много. Один из них, значит, вот депозиты, мы это уже обсудили. Другой – это вложение в какие-то ценные бумаги. Можно рассмотреть этот вопрос, но здесь надо тоже понимать, что вложение в ценные бумаги лучше осуществлять у лиц, которые имеют соответствующую лицензию Банка России. Это можно проверить на сайте регулятора. Вот, на сайте Банка России, прямо на главной странице, есть такая возможность проверить участников финансового рынка. Это вот только после того, как вы убедитесь, что человек работает под лицензией, не имеет признаков мошеннических действий, ну, можно отдавать ему свои деньги. В этом случае вы можете рассчитывать на какую-то доходность, которую, ну, надеюсь, также обгонит ожидаемый уровень инфляции. Да. И обязательно ли нужно проверять инвестиционных советников? Ну, это тоже инвестиционный советник, это такой же участник финансового рынка. Он работает по лицензии Банка России, и его точно так же надо проверить, имеет он такое разрешение для работы на финансовом рынке или нет. Если человек имеет, он находится под контролем регулятора, он представляет соответствующую отчетность, его деятельность проверяется. В этом случае, ну, наверное, можно доверять такому советнику свои денежные средства. Антон Анатольевич, я благодарю вас за такую интересную беседу и рекомендую, наверное, нашим телезрителям следить за решениями Банка России, следить за уровнем инфляции. А вас мы ждем в наших новых выпусках. Спасибо. Стабильно низкая инфляция – важное условие для нормального развития экономики. Когда цены растут медленно, а главное предсказуемо, компании могут строить планы на несколько лет вперед и делать долгосрочные инвестиции в развитие своего производства. А люди могут откладывать деньги на будущее и не бояться, что они обесценятся. Именно предсказуемость цен создает возможности для долгосрочного планирования, а это, в свою очередь, способствует экономическому росту страны. Уровень 4% тоже выбран не случайно. Такая инфляция оптимальна для нашей страны, чтобы экономика развивалась. При этом Центральный банк никогда не будет добиваться цели по инфляции любой ценой. Он работает над тем, чтобы вместе с ценовой стабильностью в стране были хорошие условия роста производства и устойчиво работала финансовая система. Основной инструмент денежно-кредитной политики – это ключевая ставка, которую устанавливает Центральный банк страны. Ключевая ставка влияет на проценты по кредитам и вкладам, на цены товаров и услуг. Изменение ключевой ставки не сразу отражается на темпах роста цен. Нужно время, чтобы банки снизили или повысили проценты по кредитам и депозитам вслед за ключевой ставкой. Поведение людей и компаний тоже трансформируется не за один день. Движение ключевой ставки полностью сказывается на инфляции примерно через год-полтора. Но при этом, чем резче меняется ключевая ставка, тем быстрее это отражается на экономике.
В текущей ситуации Банк России проводит денежно-кредитную политику таким образом, чтобы с одной стороны не дать инфляции разогнаться, но с другой стороны дать возможность экономике адаптироваться и постепенно вернуть инфляцию к цели. Чтобы быть всегда в курсе событий, происходящих в экономике региона и страны в целом, смотрите передачу про деньги каждый четверг в 20:30 на телеканале Якутия-24. С вами была Рита Якушева. До новых встреч в эфире.